Спасибо всем, кто участвует сегодня в нашей работе. Я благодарен всем, кто сегодня не просто отслеживает ситуацию как посторонние наблюдатели, они являются активными участниками. Я благодарен всем, кто сегодня и отслеживает ситуацию. Они являются активными участниками вот этих политических процессов, которые начались не только в России в связи с российской агрессией, но и во всем мире. Сейчас без преувеличения мы можем констатировать тот факт, что идет переустройство мира. И, конечно, я хочу выразить благодарность Олегу Могилевскому, который организовал этот форум, и который, несмотря на все те сложности, которые у нас имеются, проводит эту работу и делает огромное дело. Я со своей стороны глубоко убежден в том, что, несмотря на высказывания многих скептиков относительно этого форума, это исключительно важный форум, это важная платформа для того, чтобы мы, все, кто сегодня участвует в этих процессах, люди, которые многие века являются жертвами Российской империи и той агрессивной политики, которую она вела и ведет все эти годы, особенно сейчас, в современном мире, в 21 веке, когда пытаются навязать свою волю через силу свободным народам. В частности, я сейчас имею в виду уже как показательный пример, это Украине, пытаясь изменить их государственное устройство, изменить их отношение к внешнему миру. Украина и украинский народ определились в своем выборе. Они избрали путь цивилизации, они избрали путь созидания, они избрали путь развития своего государства. Однако это очень не понравилось тем, кто привыкли насаждать свою волю на протяжении нескольких веков, называя те народы, которые заселяют эту территорию, эту страну, малыми народами. И России, и русских они называют титульной нацией. Да, титульная нация. Нужно же было найти это слово. И их отношение к другим народам, они, в принципе, это никогда не скрывали и не скрывают. И они никогда из них не задумываются над тем, что почему эти народы малые. Малые народы, потому что в результате агрессивной экспансии, агрессивных войн, захватнических войн, эти народы уничтожались несколько веков. И в последующем эти народы, которые они силой присоединили к этой империи, к империи зла, они использовали в качестве пушечного мяса. И они поэтому остаются и по сей день малыми народами. И они их таковыми и называют. Малых, больших народов нету, есть только народы. И они в своих правах и в своих стремлениях и к свободе, и к независимости, и всем тем, что Всевышний дал всем народам, они должны именно таковыми и оставаться. А вешать на них ярлыки или же делать вид, что цивилизация, Российская империя принесла в эти страны, в эти народы какую-то культуру, цивилизацию. Но мы по истории знаем, те народы, которые сегодня они зачислили в разряд малых народов, которые не в состоянии самоорганизоваться и быть свободными, полноценными членами общества в мировом понимании и в мировых масштабах. Им до сих пор внушается, что эти народы не готовы и что они не могут самостоятельно вписаться в существующий мировой порядок. И эти народы имеют полное право быть свободными и созидать и развивать и свою нацию, и свой язык, и свою культуру.
Именно поэтому то, что сегодня этот форум убеждает мир, что есть представители этих народов, которые готовы взять на себя ответственность за будущее своих народов и за будущее своей страны, которые они должны в любом случае таковыми стать независимыми и свободными странами. И я уверен в том, что вот этот форум, который сегодня проводится, уже 7-й форум, по-моему, уже в Токио будет проходить, он имеет огромное политическое значение. И это является на самом деле той платформой, которая необходима после распада самой Российской империи восстановиться и быть гарантами, что на этих территориях и той части, где они находятся, не будет никакой смуты. Сегодня российские империалисты в лице коллективного Путина убеждают мир в том, что эти народы не в состоянии самостоятельно существовать, что развал империи, за этим последует величайший хаос и смута. Ничего подобного не произойдет. Хаос и смута на Кавказе и в других оккупированных территориях наступил именно тогда, когда они, эти территории, подпали под влияние Российской империи. И поэтому то, что мы делаем сегодня, и то, что мы подготавливаем мировое сообщество к тому, что Россия должна трансформироваться в какое-то другое государственное образование. И это только может гарантировать мир и стабильность и Украины, и другим соседям этой империи, которой она действительно является угрозой. Но сегодня политическое руководство России угрожает не только соседям, она представляет угрозу уже для всего мира. То, что они имеют вот эту ядерную дубинку, и то, что они размахивают этой дубинкой, это непростительно в современном мире и сегодняшний день. Поэтому наш подход и наше отношение к этому государственному террористическому образованию должен быть один. Эта страна, эта империя должна просто перестать существовать в тех границах и в тех рамках, в которые мы ее знали. И только это может гарантировать безопасность всему миру. Я хочу, пользуясь случаем, обратиться и к политическому руководству Украины. Несмотря ни на что, несмотря на то давление, которое может и уже имеет предпосылки оказывать давление на Украину с тем, чтобы их склонить к миру, который им навязал Путин. То есть с потерями 20% украинских территорий заключить перемирие и закончить войну. Это не будет окончанием войны, это будет отложенной войной. Они не откажутся от своих имперских амбиций. Вот те народы, которые заселяют эту страну, они будут являться жертвами. Если даже в мирное время, в мирные периоды совершается геноцид над этими народами, духовный геноцид, их отбрасывают на несколько веков назад. Сегодня эти народы и народности не имеют права на свой язык, они не имеют права на свободное вероисповедание. Эти народы не имеют в принципе будущего. Их роль в этой агрессивной стране заключается в одном – быть исключительно сырьевым продуктом. Их территории являются сырьевыми продуктами, а сама нация и народности являются пушечным мясом для отстаивания и расширения Российской империи. Именно поэтому мы то, что делаем сегодня, то, что сегодня формируются независимые комитеты, можем перечислить вот за этот период, что произошло, какие изменения в умах у тех народов и народностей произошли. Ингушский комитет независимости, он уже сформирован. Вчера в Нью-Йорке проходила конференция, где я участвовал, был создан комитет национальной независимости Бурятии. И сегодня с нами на контактах находятся многие представители народов, которые готовы следовать примеру, нашему примеру, заявлять о своем праве на свободу, на независимость, заявлять о своем праве на жизнь. А жизнь им может гарантировать только, если они станут независимым государством. И в современном мире гарантией может являться только международная субъектность тех или иных
народов и народностей. И поэтому то, что делает сегодня эта конференция, и то, что мы должны продолжать делать, это убеждать мир, чтобы мир не допустил очередную ошибку, которую они допускали все эти несколько веков. И после Кавказской войны, и после Первой мировой войны, когда эта империя находилась на грани развала, после того, как были уже на пост Российской империи провозглашены независимые государства, и Бурято-Монголия, и Народная Демократическая Республика Украины, и Горская Республика, Конфедерация народов Северного Кавказа, эти государства были ликвидированы с помощью западного мира. И мы очень хорошо помним период перестройки, 80-е и 90-е годы, когда международное сообщество открыто требовало от союзных республик, которые вышли на путь независимости, принимали декларации, требовало от них под политическим влиянием или в политической сфере во всех отношениях под Россией, под новой якобы российской демократической страной. Но это все оказалось фейком. И то, что тогда мир гарантировал, мы можем только на примере об этом говорить. Пример очень четкий и ясный, очень понятливый. Украина, которая в 1994 году отказалась от ядерного арсенала под гарантией международного сообщества, ведущих стран мира, Америки, Франции, Англии, самой России. И чем это закончилось? И какие гарантии они смогли реализовать? То есть, чтобы Украина избежала вот той участи, которой она сегодня оказалась. Поэтому никаких других гарантий, кроме как перестанет существовать эта империя, других гарантий ни у каких народов нет. Я думаю, вот это понимание нужно довести до всех, и до западных политиков. И самое главное, на что я хочу обратить внимание, это на так называемых российских либералов, которые убеждают мир в том, что сохранение или развал империи, Российской империи, что за этим последует хаос и гражданские войны на 6-й части суши. Это абсолютный фейк. Это просто прикрытие имперской политики и имперских амбиций. Они хотят сохранить все в том же качестве, в котором мы были и находимся сегодня, только сменив Путина на кого-то другого, более с человеческим лицом империалиста. И мы их знаем, и их знаем имена. И видим, и знаем, какую работу они проводят, дезориентируя именно международную общественность. Проводят разного рода форумы и убеждают, что если сегодня каким-то образом будут предоставлены свободы этим народам, что там начнется гражданская война. После Первой мировой войны, когда Кавказ освобождался, никаких противоречий между народами не существовало. Другой этап, уже после горбачевских реформ, когда народы определились в своем будущем, именно Кавказ стал тем местом, где консолидирующая политика. Это Зиад Гамсахурди, это Джохар Дудаев. И именно они могли обеспечивать гарантию и безопасность, и стабильность именно в регионе Кавказа. Но мы знаем, как с ними обошлись и как это все закончилось. И поэтому никаких новых обещаний от российских империалистов, никакой уверенности в завтрашнем дне это нам не дает. И поэтому мы должны понимать, что только трансформация. И у сегодняшних либералов есть исключительный шанс выступить в качестве первых, которые будут говорить и заявлять о трансформации России, о освобождении тех колониально зависимых народов от Российской империи. И только в этом случае, и только с теми, кто сегодня открыто заявляет о необходимости не смены режима, а переустройства этого территориального государственного образования, который мир признал как спонсор терроризма. И только с теми, у кого эта политика, мы должны разговаривать. На сегодняшний день мы видим только одно движение, которое возглавляет Илья Пономарев. Они хотя бы на словах сегодня убеждают и говорят нам, что это возможно, и что они именно будут двигаться в этом направлении. И поэтому то, что он сегодня, и Илья Пономарев, и его соратники, и с оружием в руках отстаивают независимость Украины с тем, чтобы в последующем освободить Россию, вот с ними вместе
мы должны будем выработать общую платформу не для сохранения Российской империи, а для ее переустройства на равных правах и с равными правами. А это только одно – следовать международным принципам и декларации права народов на самоопределение.